Покупатели автотранспорта рискуют остаться без денег и без машины. За последние несколько лет Якутию наводнили автомобили-двойники с одинаковыми госномерами. Продолжит Виталий Абрамов. На днях столичные инспекторы поймали очередной автомобиль-двойник. По документам он числился в Приморском крае. Владельцу оригинального транспортного средства начали приходить так называемые письма счастья о том, что он нарушает ПДД в Якутске. Недолго думая, автовладелец из Владивостока написал жалобу в республиканскую ГИБДД, в которой сообщил, что даже не знает, где находится Якутск. Документ свидетельство о регистрации транспортного средства данной автомашины, где агрегаты, получается, агрегаты из данной автомашины и из СОРов, они совпадают. Но по базе ФИС номера идут совсем другие. То бишь, получается, свидетельство о регистрации поддельное. Владелец машины клона был в шоке от происходящего. С его слов, он только пару недель назад обменял свой внедорожник на этот автомобиль. На его звонки прежний хозяин Харьера не реагировал. Сказал, 80 тысяч стоит она. Я тебе за 500 отдаю за то, что мне доплату еще 400 тысяч должен отдать. Я думаю, что он тянет с деньгами? Уже 2 недели тянет. Автомобиль клон отправили на штрафстоянку, а владелец направился в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Как правило, обнаруживаются машины-дубликаты с помощью камер видеонаблюдения, которые фиксируют нарушение скоростного режима. На территории города Якутска, значит, находится 16 передвижных камер комплекса КРИС-П и Арена. Обработанные фотоматериалы отсюда уходят уже на флеш-носители ФГУ «Почта России». Таким образом, в Якутске за последние месяцы выявлено 6 клонов. Еще 6 находятся в розыске. Автомобиль-двойник чаще всего имеет криминальное прошлое. Он или был угнан, или не был растаможен, то есть распил или конструктор. На станции дополнительного осмотра ГИБДД ежедневную проверку проходят десятки автомобилей, которые вызывают подозрение, что они распилы. Обычно если машина у нас распил, они пилятся у нас или передняя часть, или задняя часть. Поэтому мы проводим прибором по стойкам и по порогу. Если шов паянный, это заводской шов. А если появится сварной, вот допустим вот такой шов, это уже кустарное производство. У данного автовладельца оказалось все в порядке. Отправили его сюда из-за того, что у машины заменен двигатель. Вот уже с двигателем контрактный. Посты установили сюда, вот проверили и все нормально. Сейчас поеду на учет ставить. Со слов проверяющих, в среднем ежемесячно таким образом выявляется 10 распилов или конструкторов. Но перед покупкой авто можно проверить и самому. Невооруженным глазом определить распил практически невозможно. Все швы маскируются. Опытные специалисты уже знают основные места, которые можно осматривать на автомобиле при осмотре кузова. Здесь швы бывают. Швы именно вареные, да? Ну, вареные. И здесь, и здесь. Вот это надо открыть его. Да, вот здесь швы бывает. Вот сварки. Но и это не факт чистоты авто. В последнее время мошенники стали очень искусно варить и собирать кузовы. Перебивают номера, причем реально существующих машин. Поэтому госинспекторы предупреждают. При малейшем подозрении тщательно проверяйте документы и не жалейте денег на экспертизу. Помните, невнимательный, как и скупой, платит дважды. Виталий Абрамов, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Якутск.